2006 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на волне ИМИ радио, Варшава, центральное европейское время. Хотелось бы анонсировать, значит, 6 числа, через неделю, я пригласил, значит, интересных гостей на свою передачу. Буду проводить еще на этой неделе стрим, прямой эфир, видео запишу. Сегодня мы хотели бы поговорить с Сергеем и Сердаром, значит, о нескольких вопросах. То есть первый вопрос, это вот, который интересует всех, так скажем, зрителей и не зрителей, и слушателей нашего радио. Это вот платформа ПАСЕ, которая была создана, которая возобновила работу так называемой российской делегации. Я напомню, что в результате войны с Украиной, значит, российская делегация была запрещена, в общем, вычеркнута, но, оказывается, ее место не оказалось вакантным, просто их как бы удалили. То есть оно есть, зарезервировано, эти 15 мест. И что такое ПАСЕ? Парламентская ассамблея, туда вот входят, значит, крупнейшие партии, которые победили на выборах в европейских парламентах. И я так понимаю, Сергей, вот ты не знаешь, если была ли такая возможность, например, у белорусов там заседать в ПАСЕ, было ли что-то такое или нет? А по-моему, Друзья, подскажите. У них это, как которая выиграла президентские. То есть Тихановская там да, находится. Она, по-моему, там. Ага, я понял. Ну, то есть это значит, то, что вот сейчас произошло когда вот этот греческий, значит, они там меняются раз в год, видимо. И Каспаров дезавуировал вот систему выборов, которая там происходила. То есть некоторые вот эти вот, особенно ярые аутисты, у нас есть, вы знаете, я там вот этих аутистов критикую, ну, они вот эту тему не понимают вообще, да, что выборы это не только когда кто-то бегает и там за кого-то голосует. Выборы это еще когда тебя выбирают. Ну да. Ну, царь, король, там, президент и так далее. Это же тоже выборы, фактически. Ну, в частности, да. Тут Да, назначение. руководитель ПАСЕ выбирал всех. Ну да, я вот про это и говорю. И вот аутистов это очень важно, что вот эти все люди, которые там, значит, 15 человек, 10 русских, и, значит, так, я не понял, тут у меня шарится. Тут у меня снова шарится на этом, на диске. Ну и вот, значит, интересная ситуация складывается, что вот, ну там заголосили, значит, что, ой, выбрали, да не тех, типа. И даже если выбрали, то те, мол, типа, нас не представляют. Ну, там изначально из самой, собственно, директивы, которая была принята, подразумевалось, что войдут туда, значит, те, кто подписал Берлинскую декларацию, ни о какой там, никаком эгалитаризме, погуглите это слово, эгалитаризм, речи вообще там не идет. И платформу набирают именно представители ПАСЕ. Я не знаю, там расширенный совет или еще что-то там. Ну, в общем, короче, оказывается, было подано 300 заявок. И вот из них утверждено было, значит, получается, 15 человек. И среди представителей, значит, национальных меньшинств, так называемых, там была такая интересная формулировка: колонизированных, порабощенных народов. Это украинцы принесли. Я думаю, что там те, кто пытался формировать вот эту платформу, они, значит, пытались, собственно говоря, ну, создать отдельную платформу. Но вот был такой, что называется, договорняк, что, ну, 1/3 мы, значит, поставим представителей национальных меньшинств, колонизированных, порабощенных. Ну и, в общем, прошли чеченец, значит, Водь, народ Водь, Коми, удыгеец и бурят прошел.
И, значит, а в основную в 10 состав тоже попала как будто бы бурятка. Но мы знаем, что она не бурятка, а китаец, русская с китайцем. Арно? Лю Женчин, ныне сейчас по мужу Арно, по первому мужу Будаева, а, значит, Сота раскопала интересную историю, но эти, видимо, все данные есть. И, в общем-то, я говорю, что интересная ситуация, там же у нее мать вроде как занималась наукой, там все прочее, и у нас, ну, как бы ограниченное число людей, в общем-то, ну, небольшое количество, да, то есть понятно, что, допустим, русский или американский ученый, он может не знать, да, внутри даже вот просто научного сообщества каких-то других ученых. Ну, только яркие там персоны и так далее. А тут такая интересная ситуация получается, что какая-то смешная оценка по фамилиям. Понимаешь? А я говорю, ну, у бурят так не происходит. То есть, как у Ванюшек, например, Иванов, Петров, Сидоров там, и так далее. И, там, Ванюшки сразу говорят, что это, наверное, русские там, и так далее. У нас все совершенно по-другому. То есть, мы так или иначе про вот этих бурят что-то знаем. И тут вот возникает все, что никто не знает. А что за это же буряты? А оказывается, это ларчик простой. То есть, папаша у нее был Лю Женчин. Не обязательно он на 100% был китаец, просто фамилию мог нести. И фишка в чем? В том, что если он ее сохранил фамилию уже после конфликта на Даманском, Мгм. и уже там в 70-е, 80-е годы, когда она родилась, и он поменял ее там в 89-м году и там и так далее, чтобы, видимо, они там боялись, видимо, что у нее с этой фамилией будут проблемы. А ларчик это открывается в том, что это только русские, кто был записан русскими, с фамилией Люжинчин, они, Ян Фуцай, вот у меня одноклассница была, они ее сохранили. Но они были записаны в паспорте как русские. Понял? Мгм. А те, которые были как китайцы записаны, их заставили либо после конфликта на Даманском уехать. И там метисов тоже много уехало там и так далее. А в Китае мы знаем, что там такая, ну, там не любят. То есть вот обструкция метисов, значит, даже вот азиатских метисов очень большая и в Японии, и в Корее, и в Китае, особенно в те годы, когда это было Культурная бедно, революция. когда Китай был бедный, когда, значит, это там, я видел вот этих метисов. Мы ехали поездом как раз в сторону Маньчжурии, и вот там один метис, значит, там с китаянками сидел, на китайском разговаривал и так далее. И там эти китаянки сидели, морщились от деда, короче. Ну, то есть, и эти бурятки спрашивали, а что они сидят, морщатся от него. Ну, она говорит, ну, китайцы метисов не любят. Своих же даже тоже. И в этом отношении вот ларчик очень простой. И как вдруг странным образом вот эта женщина, ну, вот везде фигурирует, как будто бы она бурятка и так далее. И тогда, ну, становится понятно, почему, собственно, Арно и все вот ее, вся эта движуха, да, они не чувствуют вот эту потребность в независимости. Ну, это Хуатяо, это вот за длинным рублем приехали. Может быть, история такая, что даже ее там предки по мужской линии вообще зеленую шапку носили даже. Понимаешь? И было так по Сибири, что работали там, знаешь, женщины древнейших профессий, они же кого-то рожали там. И по старой китайской цинской традиции, значит, вот кто родился у определенных женщин, короче, и принадлежал, так скажем, к определенной среде, они должны были в цинском Китае носить зеленую шапку. Сейчас значение этой зеленой шапки немножко поменялось. Кто меня слушает, там может подтвердить это. Но вот старое значение зеленой шапки, это вот именно Мгм. мужчины, родившиеся вот в определенных домах. Я ничего не хочу сказать. Я, конечно, знаю многих, значит, известных бурят, которые имеют китайское происхождение, но которые разделяют с нами вот эту боль колониализма. Они принимают не просто язык, не просто историю, культуру, они еще и понимают наши политические потребности, что нам нужна независимость, суверенитет и так далее. Мгм. Да? А вот такие люди, которые прятались всю жизнь, мимикрировали, понимаешь? Вот от них, вот сейчас они все заявляют себя и пяткой в грудь колоть, что они русские. Кстати, вот этот несчастный президент Цыденов, Мгм. тоже по нему очень мало информации.
по его бурятским корням там и так далее. Есть подозрение, что это просто обурячены еще в начале 20-х, там, 30-х годов китайцы, которые, значит, работали на КВЖД, потому что, ну, он как прикидывается, что у них там, значит, династия, так скажем, железнодорожников. Но я что-то сомневаюсь, что в 20-е годы слишком много бурят вообще через русский шовинизм и национализм пролезло где-то выучиться. Вообще, что вот эта отрасль, она до сих пор-то сейчас везде по Бурятии очень сложно бурятам устроиться, не подвергнувшись обструкции, шовинизму, национализму, в том числе при приеме на работу на кучу специальностей. Это железная дорога, это таможня, это, значит, МЧС, например, это вот та же армия, условно говоря. Понимаешь, часто понятно, что любого контрактника берут и так далее, но чтобы выучился он в офицера или вообще кого-то превратился там в этой русской армии, ну, то есть это невозможно. Говори, пожалуйста, ближе к микрофону, потому что я вот здесь наблюдаю за этими всплесками, значит, вот, да, такая вот ситуация интересная. И что ты думаешь в итоге, что это из себя вот ПАСЕ вообще в принципе представляет? Потому что достаточно контроверсийных там персон, начиная с Арно, значит, и Карамурзы, заканчивая, например, той же Толоконниковой, которая, ну, как поп, толоконный лоб, короче. И вот она давала интервью последнее, да, там по поводу ее спрашивали, ну как вы вашу порнографическую карьеру будете сочетать, значит, с заседаниями в ПАСЕ, например. При этом она прошла по линии того, что она активистка, акционистка, там 5-10, но сейчас она физически-то зарабатывает деньги за счет осуществления порнографического контента, и, мягко говоря, ну надо указывать, ты же должен честно говорить, что вот прошла бы она, как ты думаешь, в ПАСЕ, если бы там было указано, что вот она порноактриса нынче? Нет, я думаю, что они знали, что она занимается этим, потому что они же ее спросили, вы будете это? Нет, когда выборы-то ПАСЕ выбирала, может, они и знать не знали? Да нет. Они ее знали за старые заслуги, знали. за вот это безобразие, которое там в музеях устраивали. Вот там, и так чисто далее. мое мнение, что вот эта ПАСЕ организация очень сильная, международная, как-то я к ней абсолютно спокойно отношусь, мне кажется, она ну, годик посидят, годик посидят, короче, что-то там порассуждают, но не более того. Угу. Ну, а как ты думаешь, вред украинцам будут приносить? Вся вот эта вот шайка-лейка. Потому что я так понимаю, что они должны, вот эти 15 человек, формировать единое мнение и от себя, значит, высказываться. И я вот думаю, что не потеряется ли голос 1/3 национальных, значит, порабощенных, угнетенных, колонизированных народов, не потеряется ли он на фоне вот этого хора-ру? Хор-ру хороших русских. Потеряется он раз. И второе то, что, как ты говоришь, насчет Украины, то я думаю, что ну, да, это мы уже узнаем, наверное, через месяц-два, когда они начнут рассуждать, что да, у них начнутся проблемы, может быть, даже с Украиной. По поводу, как вспомни, раньше было, это же Карамурза, Навальная, Яшин, которые... Ну, они там строчат одну и ту же эту тему, война одного Путина, вроде Ванюшки не виноваты, там, значит, да. вот это поэтому все. Я думаю, что вот эту украинцев это будет очень сильно раздражать. Ну, а вот что бы ты пожелал выбранным представителям колонизированных, порабощенных народов? Буряту, Удыгейцу, Коми и Водянке? Ну, потому что я знаю, что Руслан Кутаев, он будет четко продвигать кавказские интересы, там, без каких-либо оговорок. Малым народам, чтобы они очень активно и агрессивно высказывали свое мнение и выступали за свои интересы малых народов и ни в чем не сомневались, чтобы не было никакой мягкости, там чего-то, там вот это выступает Карамурза, там или тот же Гарри Каспаров, что идти четко вровень с ними и говорить наравне с ними. К нашему разговору присоединился уважаемый Сердар Хаджанипесов. Сердар,
Сейчас я немножко переведу на тебя. Привет. Что ты можешь сказать по Я, поводу вот я, этой как, я, платформы? как всегда, придерживаюсь своего нейтрального мнения, так скажу. Ну, нейтрально это значит, не значит, что не вмешиваюсь. Просто Но ты вообще слышал, что там такие выборы прошли в ПАСЕ там? надо же людям что-то показывать. Как его толпа требует зрелищ. Мгм. Люди требуют крови. Ну, как это древний Рим, вспомни. Люди бедные, им нечего одевать, нечего кушать. Римлянским сенаторам хорошо, но чтобы сдерживать этот народ, чтобы они не взбесились, они придумали гладиаторов, которые проливали друг другу кровь. И там типа народ решал пальцем. И это давало народу стимул того, что они все-таки нужны. И им было все равно, как они живут, в какой грязи. И просто эта игра сегодня перешла в 21 век, чуть по-другому продолжается. Просто все то же самое. Найди, займи чем-то, усыпи бдительность, а на стороне делай свои дела. А главная задача – обезбожить весь мир. И все. Сейчас плавно перейдем ко второму пункту нашего обсуждения. Вы сегодня ходили по улице? Ну да. Заметили похолодание? Да. И я тоже заметил, потому что есть вышел и внезапно так... Внезапно? Такое прям чуть... Да холодно. Как было. бурятский мороз прям. Ага. И оказывается, что сейчас будет постепенное понижение температуры вплоть, по-моему, до понедельника, до вторника. Ночью аж будет там 24-25 градусов. А учитывая то, что здесь влажность высокая, Будет вообще почти 60, там тоска. 70-80%, здесь мороз-то ощущается по полной, как говорится, в программе. Это у нас в Бурятии там можно без подштанника выйти, там в минус 40, короче. Ну, правда, не 3 часа, 5 часов гулять, но там сухо. А поскольку у меня большая часть, значит, представителей там бурят смотрят, которые в резкоконтинентальном климате живут, солнышко постоянно и так далее. Здесь вот холодно, солнца нету Ну, и влажно. Это очень тоска. так довольно серьезно переносить. Да. И сейчас же ведь Украина тоже вымораживается. Да. И Москва. И Путин бьет как раз по энергетической инфраструктуре для того, чтобы создать там гражданский кризис, коллапс. И вот в связи с этим мы сегодня как раз, Сергей, с тобой обсуждали там предложение Трампа, как на твой взгляд вот звучит? Это очень кощунственно, лицемерно. И больше никак. Что значит на неделю прекратите, пока холода? Ну, то есть Трамп вроде как с такой с гуманитарной позицией выступил, там Володя, типа не бомби, там Неделю. инфраструктуру, люди мерзнут, типа Когда на неделю перестанут хотя бы, мерзнуть, да, бомбить будешь снова. Ну, вот так и выглядит. То есть, а может Да. быть, это специально так перевели, знаешь, хитро? Да нет, я Нет? думаю, что переводили же, я, например, слушал же не только от таких хитрых, как ты говоришь, а я слушал от нормальных людей, они тоже в шоке говорят, что значит не бомби. Да уже буквально час-два назад я прочитал в интернете, что вроде уже Путин сорвал это перемирие, эту установку. А Ну. еще же, кстати, информация такая прошла, что вот в этот Port of the Peace, который создал Трамп, это Беларусь вошла. Да. Беларусь вошла, Да. путинские представители тоже были. Да-да-да, в мирный совет. Ну, вот, например, я хочу Ага. Сергея спросить, ну, тема все-таки идет, вот такая вот. Мы все же помним, да, прекрасно, да, Советский Союз. Конечно. И все думаем, что это был коммунизм, который простроили против Запада. Но с моей, я только что хочу поправить, не с нейтральной, а с радикальной точки зрения. Радикализм это неплохое слово, радикализм это изменение к лучшему. Поправлю это понятие тоже в сознании людей. И капитализм, и коммунизм, и это все демократия, и все эти цизмы, которые... Это все придумали специально для того, чтобы морочить людям голову. Ну так они и морозят. Ну, так как морочит голову, ну представь себе, какой резон Трампу. Хорошо, он уничтожил ООН, или там хочет скоро уничтожить НАТО, открыл ПЭС. С какой целью и с какой мыслью. И Путину такой, пока не бомби, там холодно. И что, там не было холодно? Он всегда там бомбит. Люди забывают об одном, что... Нет, он же сказал, извини, он же сказал, не бомби энергетическую систему. Так-то бомбить можешь. И он бомбит, он же обстреливал сегодня и Одессу, и еще там. Так вот, я хочу сказать это со стороны, как на это смотрит Коран, вот так вот скажу. У меня была очень хорошая возможность
полгода я провел в Берлине, чем там не занимался, просто отдал себя полностью в изучение религии, и христианства, и иудаизма, ну, в основном, конечно, Коран, который просто подтверждает не все, что там написано в Библии и в Торе, но основные аспекты подтверждают. Не убивай, не забивай. Если вдруг война, детей, женщин, стариков, не участвующих в войне, вообще трогать запрещено Всевышним. Это великий грех. И когда только говорит, вот чего они хотят? Главный враг человечества – это дьявол, мы не должны этого забывать, который еще нашему отцу Адаму, первому человеку, перед ним поклялся, перед Богом, что он сделает все возможное, что люди будут неблагодарными Всевышнему. Так вот, они сейчас только это и делают, типа, они сейчас сражаются не с тобой, не с Украиной, не с туркменом, не с бурятами, не наплевать на людей. Они объявили войну Богу. До такой степени дошли люди в 21 веке, те неверующие, которые открыли войну Всевышнему, не знают, с кем воюют, а верующие просто не знают точно, в кого веруют, какая сила за ними стоит. Всевышний, он все сотворил из ничего. И если сегодня наука доказывает, что реально мира когда-то не было, была темнота, а потом вспышка, появилась земля, вода, что там. А это же все написано в Священном Писании. Это наука, что сегодня, спустя там 5000 лет. Материя и антиматерия. Ну да, а вообще, если дальше там идти, сейчас все в энергию все мы энергию составляем из себя, это тоже наука доказывает. Так что, думаю, они все играют игры, и они самое всего, почему вот эти игры устраивают, войны, да, страшилки, чтобы люди не поднялись, не опомнились, не вспомнили Бога и их не победили. Как только люди осознают, что есть Всевышняя сила, и что с верой в нее можно уничтожить это зло, то это зло сгинет, оно долго не продержится. Они сейчас только пугают людей, и все, бум-бум-бум-бум. Тут говорят, идите к нам, мы вам поможем. Англичане говорят, у вас уже война кончилась, езжайте туда, там кого-то выселяют из своих стран, некоторые европейские страны. Все, они просто в игры играют. И людей пугают смертью. А смерть, это же просто следующий, это же перевалочный пункт. Ну, для тех, кто верит, конечно. Для тех, кто не верит, тоже это перевалочный пункт. Ну потому вот что сказано одна вещь, сейчас закончу. Вот фараон, знаешь, да, был такой. Только, Сердар, не растягивайся. Хорошо, была такая особа фараон, которая говорила, я Бог, я властелин мира, я позволяю жить, я позволяю умереть. И что получилось в конце? Который скажет, когда все будут оживлены, как зерна из-под земли весной, после воды, кто нас разбудил, что за сила? И они первыми побегут, о Всевышний властелин, мы в тебя верим, мы тебе поклоняемся. И тем, которые не веровали, будет сказано, уже поздно. Надо было об этом думать во временной жизни на земле. Благодарю. Ага, спасибо. Ну, интересный экскурс. С точки зрения религии, да. Значит, что-нибудь известно, что в Китае происходит? Вторые хотят Потому что я там подсел на китайский твиттер, Ага. и, значит, и там, ну, такая противоречивая информация, будто бы войска, ну, там Си Цзиньпинь, значит, провел чистку в армии, там практически все военное руководство высшее, значит, там с генштаба из каких-то этих, значит, арестовано, и вроде бы как якобы там пустили информацию, что якобы в Пекин стягиваются войска, вот верно этим, значит, Верный Си Цзиньпин. да, военные. Это как его Но, партии. извините, сегодня в Пекине живет там, я не знаю, наверное, там 1200-300 иностранцев, и почему-то вот никакой информации нет. Ну, я думаю, что это просто типа фейк какой-нибудь, там, вбросы, потому что там есть два мнения на этот счет, потому что, с одной стороны, Си Цзиньпинь болен вот этой идеей, значит, единого неделимого Китая. И такая же точно политика была на Тайване по поводу того, что вот их материковый Китай, это вот Китай,
одно целое. То есть вот они только Да. на Тайване сидят, значит, националисты, так Ну сказать, да, чанкайшисты. чанкайшисты. Да, партия Гоминьдан, значит. И вот они, ну, как-нибудь время придет, и мы коммунистов сбросим, и, значит, вернемся И Китай на Китай, да. присоединится к Тайваню. А сейчас, нет, ну, как бы Да, восстановление произойдет. Такая же Да. самая петрушка и между Южной и Северной Кореей. То есть любой гражданин Северной Кореи, он не просто становится беженцем в Южной Корее, а он является как бы гражданином. То есть они спорят там просто как бы, они не говорят, что это два отдельных государства. И долгое время, кстати, в Северной Корее такой же тренд был о том, что как бы, юг просто захвачен там американцами, капиталистами и все прочими. Но сейчас при Ким Чен Ыне очень хитрый разворот там случился в идеологии о том, что они уже говорят, что мы отдельная страна, мы вот с этими абсолютно сильно отличаемся, да мы всегда северные, жили по-другому, да у нас всегда там коллективизм, чучхе, коммунизм, там социализм там и все прочее. Все это наше родное, а вот эти на югах жили, это сила, там это не наши, короче, ну вот что-то в этом роде. И есть такая вот тенденция на разделение, на окончательное разделение Кореи, даже вот во внутреннем вот, так называемом диалоге. И поэтому, хотя до сих пор официальная политика Южной Кореи состоит в том, что все граждане Северной Кореи это наши корейцы, просто вот жертвы, так скажем, коммунистической идеологии. И, собственно, Си Цзиньпинь почему усилил сейчас вот эти вот всякие пугалки, как ты говоришь, вокруг Тайваня? Это связано с тем, что на Тайване возникла вот как раз такая же идея, что мы независимая, мы никакой не Китай республиканский и так далее. Мы Тайвань, мы независимая нация. И мы должны говорить с позиции не того, что мы утратили материковый Китай, а мы обрели новую землю, новую родину Тайвань там и все прочее. И вот это, конечно, очень сильно противоречит вот этой идеологии, в которой они играли, националисты и коммунисты китайские. И, как оказалось, что где армия, там же коррупция, это же ну, как бы всем понятно. И, значит, практически все, значит, лидеры китайской армии, оказывается, имели огромные Ну да, были такие новости. зарубежные счета, в общем, то есть ситуация такая, что для них ну, какую-то войну начинать, это значит привести страну к бардаку. Могу, да? И сейчас вышло, значит, вот анонимное, значит, письмо, якобы ранее написанное, значит, вот этим, раньше был правой рукой Си Цзиньпиня, а теперь он арестован, значит, по обвинению в коррупции. И вот он там написал о том, что Си Цзиньпинь, во-первых, должен уйти, как и он обещал, значит, с должности, не продлевать там свои вот эти, значит, дальше. Прекратить армию использовать как дубинку военную, как агрессивную, потому что они Министерство обороны, и они должны как бы Китай защищать, короче, а не нападать на какие-то соседние государства и все прочее. Ну, то есть смысл такой о том, что к Си Цзиньпиню тоже возникли вопросы, и вполне возможно, что я вот всегда говорю, что власть коммунистов, она точно так же может легко обрушиться, как власть коммунистов в Советском Союзе. Да, Там же как произошло, когда вот у вас в Туркменистане, как вот когда КПСС запретили в СССР. Не, ну вообще там же был запрет ее, идеология это там еще в СССР, когда еще было. КПСС же запретили. И на обкомы повесили замки, короче, вот эти дворники там или кто там, привратники. Они пришли на работу, эти партийные, обкомовские всякие, а там замок висит. И это везде по всей стране, оказывается, по всему СССР было. Нет, у нас, кажется, этого не было. Как у вас было в Туркменистане, расскажи. Нет, было 17-18 лет. Как вы там коммуняк гоняли? Или те же коммуняки? Те же коммуняки все еще сидят у власти. Ага. Нам не интересно, как вы делаете работу, нам интересно видеть, как вы мучаетесь. Я слышал, что мечети понастроили там. Ну, мечети потом начали строить уже с 89-го года, да. С 90-го даже. Да, а до этого времени все уничтожили, все, почти что нет нормальных памятников истории. Я просто сейчас хочу зайти в тему про Китай.
Вот он выбрался год назад или 2 года назад, да, были выборы, где-то 1,5-2 года назад были Не, выборы. это у Си него Цзиньпина. уже, считай, он уже 2 срока. Второй срок практически сидит. отбыл, Ну, да. по-моему, третий уже Да, срок начался. сидит. Ну, в общем, Потому что Ху Цзиньтао, я насколько помню, он ушел в 2012 году. так вот, И у них каденция по 5 лет. Так вот, на этом переизбрании, после этого переизбрания, я встретился с одним китайцем здесь, в Варшаве. Он новоиспеченный такой, приехал, говорит по-польски. Ну и мы там чуть-чуть поговорили. Слушай, говорю, что там в Китае происходит? Помните еще, когда он переизбирался на своей инаугурации, говорил: народ Китая, будьте готовы каждый момент к войне. Да, ну да. Мы присоединим Тайвань к себе. И после этого разговора в социальных сетях Китая произошла большая анкета, сбор анкетных информаций. Как на это смотрит народ Китая. Ну ты представь, там в основном буддизм, да? Люди или неверующие, или верят в какую-то каменную глыбу. Ну, конфуцианизм на самом деле. Да, но и буддисты но, есть, конечно. но с другой не стороны, такой большой количество. но с другой стороны, если так посмотреть, им интересны эти жизненные материальные ценности. И ты представь, Китай сейчас одна из, конечно, там больше населения, чем в других странах мира, там больше 1,5 миллиарда, но и миллионеров у них больше всего. И людей, живущих лучше, чем в Европе или в Америке, тоже больше всего. Но что большинство китайцев в этой анкете просто написали: какая война, мы живем хорошо и отлично, но война не нужна, и Тайвань не нужен, пусть живет Тайвань у себя сам. Так что думаю, если Си Цзиньпин это начал, то они все забывают, что, как это, кто это говорил, Альберт Эйнштейн или какой-то человек из 100-150 лет назад: если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах вслух. Потому что Бог создал эту землю, Бог создал всех нас, и у него всегда свои планы. Так что пусть делают, что хотят, каждый попадет в свою ловушку сам. Это факт. За всю историю человечества так и было. Ну, в общем, пока никакой информации нет, но я знаю, что он с официальным 4-дневным визитом туда прилетел премьер-министр Китая. Я не думаю, что там произошла какая-то переворот, Си Цзиньпиня где-то там держат в подвале. В общем, да нет, я думаю, что... Значит, войска для этого и собрал близко себя, чтобы себя охранять, а не народ. Ну, я думаю, что ты знаешь, китайцы на самом деле, вот они научены, потому что там же у них раздробленность Китая, вот после Синьхайской революции наступила вот эта эра военачальников, там, значит, потом интервенция японцев, вот это вот тотальное ослабление, потом коммуняки к власти пришли, культурная революция и все прочее. То есть за последние 150 лет китайцы там пережили столько трагедий, что им вот неохота никаких, мне кажется, действий, кроме как что-то производить, продавать. Война никому не нужна. Ну и Путин то же самое делает. И у нас в Туркмении то же самое. Все войска вокруг себя собрал. От кого себя охраняешь? Ты народ охраняешь, землю охраняешь или себя от народа охраняешь? И сейчас все диктаторы только этим и занимаются. Ну что Путин? Вот сколько у него? 20 миллионов войск? Сколько у него? Вот как Путина уничтожить, скажи мне? А? Так его свои солдаты должны уничтожить. Ага. Народ сейчас поднимется. Они табакерка. Табакерка. Да. И в связи с этим вот сейчас недавно, оказывается, вообще тишина, практически никаких новостей нет. И то случайно это, видимо, обнаружили, потому что мать вот этого, значит, убийцы, народовольца, я его называю, он, значит, ему 16 лет, учился в школе, там вел на Ютубе канал какой-то, и, значит, оказывается, еще 19 января совершил нападение с ножом на путинского чиновника, который работает в Роскомнадзоре. При этом он там готовился к этому убийству, то есть это не спасание. Да, он его убил ножом. И как раз ему предъявили там, значит, обвинение по 105 статье, там, значит, пункт Л, по-моему, 14 лет. Которые, значит, соответствуют, что это именно из каких-то вот побуждений политических там и так далее. И я так понимаю, что это очень редкая статья в Рашке, но тем не менее она же существовала, потому что в свое время мы же помним, как вот такие все социалисты появились, революционеры там и все прочее, вся вот эта мразь поднялась на чьих волнах, потому что, было такое движение народовольцы, короче,
которые занимались вот систематическим террором, индивидуальным терроризмом, значит, кидали бомбы, там Александра II убили, значит. Да. И вообще я где-то, не помню, отдыхал, по-моему, и нашел такую книжку, ну, знаешь, которая вот такая как бы макулатурного типа. И это была книжка, там, значит, были собраны где-то в 30-х, 40-х, 50-х годах воспоминания тех вот представителей РСДРП по первой революции еще, вот этой русской, которая 905-907 года была. И потому что, оказывается, там вот это народовольство, оно привело к созданию автономных ячеек в огромном количестве. И которые потом просто перетекли к этим социалистам, там РСДРПб, там и все прочее, всяким анархистам, там, левым эсерам и так далее. То есть революция, ну, вот, как я помню, школа проходила 905-го, там, что она стихийная была, там, значит, в общем, единого центра управления не было. Ну, это к тому подводили, что, мол, большевики-то вторую революцию, когда свершилась вторая революция, значит, они совершили свой переворот еще следом, захватив власть. Да, убрали тех, которые эти революции не Да, сделали. и вот как раз там записывались воспоминания вот этих людей, там много таких было штук, когда вот они устроили засаду, значит, какие-то люди, которые не знали друг друга. И вот один описывает, что я вот был там третьим членом этой ячейки, значит, мы совершили нападение там, значит, на какой-то автомобиль там с каким-то, значит, офицером, офицера шлепнули, короче, казаки там, значит, за нами погнались, одного ранили, и они до этого сняли как бы виллу где-то там в Крыму, и, значит, ну, какой-то дом. Я говорю, представляете, ну, революционеры дом целый сняли, это тогда вот как было. И, значит, вот тот, которого ранили, он застрелился. И он говорит, мы не знаем его имени, что с ним стало, и как его там похоронили, видимо, как безымянный труп и так далее. То есть, вот таких случаев было очень много на самом деле. И, конечно, вот эти вот книжки, они, ну, напечатаны вроде как, там, для исследователей, для еще кого-то. Но вот если каким-то молодым людям вот эти книжки попадут в руки, это же вообще блестящее пособие по тому, как вообще вот этих путинских чиновников могут разгневанные люди отстреливать. Потому что я не думаю, что, конечно, он заявил о том, что вот какого-то там чиновника убил, да, потому что он там участвовал в ограничении свободы слова. Это потом появится, что вот он там борец и так далее. Но меня удивляет, что вот такая тишина, понимаешь? И вот эти хорошие русские молчат. Да все молчат. И, значит, вот эти всякие РДК, там, ну, это потому что не какой-то не националист, а просто пацан, короче. Так это вот оно, народовольство. Потому что я не верю в то, что какими-то демократическими способами вот эта карамурзятина, вот это вот вся, что то, что он там говорит, вот эти смешные вещи, когда там уже, извините, 4-й год война идет, сколько украинцев убито там и так далее, уже 5-й. Понимаешь? Какие мирные, о чем вы, какие там мирные протесты? Только вот такие действия. И мы снова возвращаемся вот к той системе, которая существовала. Когда возникали народовольцы, когда вот здесь было восстание в Польше 1861, по-моему, 63 год, да? И там же, оказывается, в этом восстании много русских вот этих солдат участвовало, офицеров, унтер-офицеров, которые помогали полякам обрести свободу. То есть они тогда-то понимали, русские люди, что это такое. Сейчас что произошло? Я знаю, потому что вот пример того, что произошло с русскими, это вот буряты. Это как вот, если хотите понять, что с русскими произошло, исследуйте бурят. Как буряты из свободолюбивого народа, трудолюбивого, превратились в вот этих люмпинов-комбедовцев. Практически, да. Вот этих манкуртов. Да. Вот эту всю массу. И эти все эксперименты, при Сталине и так далее, они же всю протяженность советской власти занимали. И они не кончились, эти эксперименты, ни в 90-м, ни в 91-м году, ни в 2001 и так далее. Они до сих пор продолжались. И поэтому выпистывали вот эту массу. А буряты, вот это как такой контрольный, так значит, взять американцев и для контроля бурята, короче, взять. И вот я наблюдаю просто за той диаспорой, которая там формируется, но она не капиталистическая вроде как, там люди деньги приехали зарабатывать, а с другой стороны у них такая биполярное расстройство случилось. У них вот эти вот люмпино-комбедовские вот эти традиции, они там как-то законцентрировались, и там еще
сконцентрировались, еще и усложнились в какую-то такую жуткую Да. смесь идеологий, вместо того, чтобы стать чистыми, значит, американскими Свободно. капиталистами, свободными людьми, у них там наворачивается какая-то вот эта еще люмпенко-комбедовская, Вот значит, там- идеология, которая мешает, в принципе, Хочу создать спросить нормальную диаспору в вопрос. Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, вот ты, кстати, Я вопрос как хочу там задать. туркмены в Соединенных Штатах Америки Я есть? вопрос хочу. Есть туркмены там тоже, да. Как живут? Нормально живут. Как сомалийцы на, там? На фурах ездят. На фурах ездят. На фурах ездят, зарабатывают на жизнь, домой деньги отправляют, как и все остальные в других странах мира. При этом хочу спросить одно. Вот если тебя беспокоит одна змея, или несколько змей, или, скажем, ящерица, Мгм. чтобы уничтожить эту змею, ты будешь рубить хвосты, или все-таки решишь отрубить голову? Вообще надо причину найти. Разворошить гнездо и уничтожить Нет. яйца Нет. оплодотворенные. Смотри, это ерунда все. И вообще сейчас идет дело в змее, или, скажем, пусть в драконе, да, З- эти динозавры. Змеи, есть? змеи, кстати, друг дружку кушают. Змеи вот, они только да- в защитных, Доходит до того, да, что они... в друг друга защитных, тоже в поедают. защитных только этих тебя кусают. Но смотри, Да. дело сейчас не идет о том. Я сейчас говорю, вот есть враг. И Ну. враг этот змея, которая живет у тебя в доме, выходит из дыры, тебя пугает. Так почему она враг-то? Она у меня мышей съедает. Мыши враг. Ну, в общем, ты хочешь, пусть змея живет, пусть кусает, да? Пусть Не, ну вокруг я тебя ничего змея против кусает. змеи не имею, но Я- вот не, мне я не нравятся пример- паразиты, например. Я пример всякие разные. привел. Я не говорю, давай убивать всех змей. Я просто сейчас не говорю в имя или там в образе человека, я говорю в образе того животного, которое иногда может Не, сделать ну ты плохо. сразу скажи, что Так вот вот, у тебя, Халтаров, Чтобы- есть чтобы- враги. Что ты с чтобы ними убить- будешь делать? Нет, у тебя, они у всех есть. Есть один большой враг на земле, Ну. их много. Так вот, чтобы избавиться от врага в виде ящерицы или змеи, чтобы от нее избавиться, ты отрубишь ей хвост или голову. Разрушу кладку с яйцами. Ты хочешь, чтобы она жила. Ну хорошо, живи, она в один раз. Не, она просто выродится. Так смотри, так она уже превращается в дракона. Или уже превратилась, можно сказать. Дракон, знаешь такое? Есть дракон, который терроризирует весь мир. Это Америка, это Россия, это еще скоро Китай туда подключит, это еще плюс, конечно же, Израиль. Америка-то с чего дракон? Ну, почему не дракон? Нет, конечно, ты что? Ну ты смотри, он сейчас... Страна, во-первых, зашел первая в страна, Венесуэлу. которая деколонизировалась, Ну, извини прогнала меня. оккупантов. Страна, которая Оккупантов? со всех, Оккупантов? со всего мира приняла Оккупантов? огромное Ты не количество. оговариваешь Британцев случайно? они прогнали. Ты Каких чё? британцев? Так, сначала же они там инуитов уничтожили, таких же узкоглазых, как и ты, которые из Аляски туда перебрались Не, и там ну, жили. ну да, но там может быть что-то с инуитами было, но Как и было? я сторонник того, что индейцы сами себя тоже уничтожали очень много. Вот как буряты, например. Кажется, этому Хасоеву Между надо собой, дать, между сказать, собой можно тоже сказать, воевали молодец, он там, правильно. если вот Кажется, на тебя посмотреть правильно капают. историю колонизации, если смотреть, короче, то, ну, во-первых, мы знаем о том, что они уничтожали, потому что американцы все это Мгм. документировали, записывали, в отличие от русских, например. Да. Это раз. Во-вторых, оценка очень слабая. То есть там некоторые леваки, вот любящие там, значит, новости какие-то составлять, они писали, что вот якобы население индейцев, которое вот на территории современных Соединенных Штатов составляло якобы 15-20 миллионов, это неправильные оценки, там гораздо меньше их было. И они вообще-то в каменном веке находились. У них Но до это прихода целый, американцев это целый не было. материк, тогда не было Не Канады. не было, извините, оружия никакого, ни стального и так далее. Они позже, конечно, это все восприняли, использовали. Но ситуация в том, что Про инков он забыл. Про инков ты забыл. национальная расовая разрубленность индейцев, она им не позволила создать феодальное государство. Они были прекрасными воинами, но что делали пуритане, что делали американцы? Они разрушали основу жита-быта. Если Они разрушали их кладки, понимаешь? Хорошо. Они не позволяли им размножаться. А И вот именно то же самое делают русские. Хорошо, И русские это не вонюшки,
а русские как политическая нация, потому что когда все говорят русские, надо, говорит, одна там мне пишет, надо, говорит, российский. Я говорю, не надо, это все русское. То есть в международном языке нет, ну, есть, конечно, там, может, переводное понятие российский, но все пишут Russian. Да. Понимаете? Да. И в этом отношении, вот я к чему говорю, что то же самое делает абсолютно вот этот русский мир сейчас конкретно с бурятами. А то, что там давным-давно было, американцы же ведь не лишили ни одно индейское племя собственного управления. Сейчас до сих пор каждое индейское племя имеет своих тех же вождей, которые были 100, 200, 300 лет назад. Американцы защищают, что ли? Не, американцев даже больше. У них там есть 5, ты вообще информацию не знаешь, ты там читай лучше про историю американцев. Там 5 есть цивилизованных племен, короче. Вот одно из цивилизованных племен 40% производства кабелей держат в США. Тогда, понимаешь, тогда, они лавешку там такую делают. Тогда почему 90-е Миллиардеры. года? Вот здесь Хард-Рок кафе есть, короче, недалеко. Видел, наверное? Ну, да. Харамное место, да, для тебя. А кому принадлежит? Одному из племен принадлежит. Они ее за несколько миллиардов долларов купили. Понимаешь? Где у бурят, у туркменов, у ваших, у какого-нибудь вашего туркменского племени собственное самоуправление, доходы от той земли, на которой они живут, казино какой-нибудь. Понимаешь? Этого же нет. Нет. У них частная собственность и все прочее. И плюс еще федеральное правительство им загоняет бабки, что можно сидеть получше любого сомалийца, значит, в своей, значит, это и как бы, нормально существовать и размножаться. Против зла или за зло? Америка великая страна. Америка. А зло это твой, значит, Берды Мухамедов, зло это Путин. Ага. Конечно. Хорошо. Зло это коммунистическая идеология. Хорошо, сейчас пока тогда это все оставим со стороны. Вот пусть этой змеей будет Путин. Эта змея это Путин. Ты отрубишь ему голову или будешь ему хвосты? Разворошу его гнездо. Где его гнездо? Ну как, Все, надо... кто вокруг него. Алина Кабаева, одна в Париже Да живет. все этот А там надо подкопаться просто-напросто. То есть, видишь, вот основная ошибка вот этих хороших русских, ты как вот хороший русский. Такое ощущение, что вот это вот за всем вот этим, все, что вот сейчас происходит там, значит, вот в этих странах глобального юга, это вот ГБшная такая Да, постанова, система. короче. Да, вот да. они вот этот интернационализм там вбрасывали там и так далее, вот эти нарративчики. Да. И вот они сейчас действуют. Вместо того, чтобы ударить конкретно по гнидам, Да. вы это купируете только какие-то эти последствия. Не по причине работаете, да, не стратегически работаете, а тактически. И это всегда будет ошибка, потому что если вы стратегически не мыслите, то вот почему я бурятский националист и против меня борется. В том числе там одна змея, которая там в твои же мечети здесь в Варшаве ходят. А потому что они боятся национализма, потому что мы за свою нацию будем выступать. Мы-то стратегически выступаем, мы боремся стратегически, а не решаем какие-то тактические задачи, кто с кем там сегодня, кто завтра не с кем там и так далее. Но ты И опять же какие-то хвостом смешные вещи там начинаем это говорить. ты должен признать, что ты хвостом увлекаешься. Ты не берешься за голову. За голову Да, это все проблемы. софистика, короче. Какая софистика? Надо разворошить гнездо. Первую причину. Разворошил ты гнездо, и что дальше? Яиц нет. Яйца спрятали. Как? Нашли и вычистили? Нет. А ящерица без яиц, без воспроизводства, она сама вымрет. Так яйца, они воспроизводятся в других осиных гнездах. Там, в Но западных мы теперь к странах. насекомым В перешли. западных странах. Ну, нет, да. Не само насекомое. Это, ну, Ядро надо. Нет, Надо ядро. сейчас у бурят основной враг это русский мир. Это всякие Дугины, это всякие вот эти вот Колмогоровы, вот эта вся вонючая идеология русского мира. Это попы эти все. Вот. А у русских? Так Русские чиновники, Подожди, русские генералы, русские офицеры. А у русских, так называемых, да, у них я согласен с тобой. Надо все, что вокруг Путина. То есть само гнездо. Все зачищать. То есть Зачищать, санкции должны и Путин- ударить не просто Потому что Путин по сам, каким-то он не путинским обладает олигархам, не такой- только по ним одним, такой силой, а что по он вот этой всей мелочи, которых будет здесь приказывать. миллионы в Европе.
Миллион, говорят, после 22 года уехало. Я говорю, а на что они живут вообще? Они преспокойненько до сих до пор 5 получают... миллионов уехало. ты чё? До сих пор преспокойненько там с аренд своих квартир в Москве там и так далее они получают Ну да, доходы и всем- прекрасно всем здесь даже живут, Значит, я тебе катаются хочу по сказать, Европе, значит, с ты туристическими знаешь же поездками и эту так далее. Истомину. Всех их задавить Послушай, надо Вот я тебе санкциями. говорю, знаешь Истомину, съезд народных депутатов, Истомина. Э, Подруга. Она летела на днях на самолете с Израиля к себе в Эстонию. С ней в самолете сидел Чубайс. А что он в Эстонию летел? А он не в Эстонию летел, он летел в Латвию с женой, со своей Дарьей Машкой. Вот А. и все. Вот надо кого изничтожать в первую очередь. Надо освобождать Путина от них, и Путин... А вы сам нас сдохнет. пытаетесь на каких-то своих выдуманных целях, короче, сосредоточиться. А мы Выдуманные знаем, цели. Сердар, что бить надо в потомство, в яйцекладку. Ошибаешься. В общем, учиться, Потому и что еще раз учиться. дерево, когда оно молодое, Надо читать тебе, Сердар, мне кажется, больше ученых, дерево, когда оно молодое, его а не можно, современных его этих можно софистов вырастить и таким образом, каким хочешь. балаболов. Дерево можно вырастить таким образом, каким хочешь. Ребенок, когда маленький, ему будешь давать правильные знания, он вырастет правильно. Но динозавра, который уже в мозги тоже пересохли, не знает, что делать, и просто лезет в одно и то же, не может остановиться, его надо убирать. А его, чтобы убирать, надо рубить голову этому дракону. С хвостом ты его не победишь. Он А тебе если у новый него отрастит. мозг в заднице? И что, результата не видим пока, хвосты только и рубит везде. Везде рубит хвосты. И результат, голова на месте, все еще там творят, проливает кровь. Ну, благодарю тебя, что опять пригласил в эфир. Я думаю, тебе будет постоянно у тебя тут сидеть какое-то время. Но, Сердар, благодарю тоже за то, что согласился прийти. На следующей неделе у нас будут важные гости. Надо будет подготовиться к их встрече. В общем, на сегодня... Так, Сергей, еще что-то хочешь сказать, добавить? Ну, на сегодня, дорогие друзья, все. У нас так достаточно мощно, интересно получился диалог. Слушайте также Сердара Хаджанепесова. Он выходит за час на волнах МИРадио. МИРадио.пл выходит в 16 часов по центральноевропейскому времени в пятницу. Да. Вообще подписывайтесь, ставьте, значит, наше радио. Очень интересная музыка, интересная передача, в том числе на польском языке. Сейчас для наших радиослушателей я пущу моего любимого баса-баритона бурятского Бадму Балдакова. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Во, новая новость. Выключил. Подожди. А с эфиром мы прощаемся традиционным способом. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Тем мы победим. Всем пока и до новых встреч.